Утро Якутии в эфире. Встречаем вместе с вами утро в Якутии. Ну а вместе с нами не только якутяне его встречают. В эти дни проходит главное спортивное событие нашего региона. Это игры «Дети Азии». Поэтому и за пределами нашего региона нас тоже смотрят. Всем доброе утро или доброго времени суток, какое сейчас у вас непосредственно время суток и находится. Меня зовут Павел Танин. Мы с командой нашей программы подготовили много всего интересного, чтобы зарядить вас на позитивный день, плодотворный и, самое главное, энергичный. Это очень важно. Ну и в целом, конечно, говорим о играх «Дети Азии» по большей части. Наступил очередной соревновательный день этих игр. И по традиции в начале эфира расскажем о том, за какими спортивными дисциплинами можно сегодня наблюдать и какие культурные мероприятия можно посетить. Вот говоря про спорт, сегодня несколько заключительных финалов уже пройдут. В их числе дзюдо, вольная борьба и баскетбол 3 на 3. Также сегодняшний день посвящен двоеборью в танцевальном спорте. До этого дня соревнований в этой дисциплине не проводилось, и сегодня они сразу стартуют с финалов, которые сегодня же и закончатся. То есть вот один-единственный день, когда можно понаблюдать за всем этим. Ну а по поводу культурной программы, во-первых, в 10 вечера сегодня в Якутске на Комсомольской площади пройдет концерт, во-вторых, днем там же пройдет кроссфит-шоу, а вот на площади Дружбы в 4 часа дня выступят артисты Государственной филармонии Якутии. В общем, как и предыдущие дни игр, сегодняшний день также насыщен. Есть что посмотреть, есть за кого поболеть. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. Начал действовать единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента о мерах соцподдержки многодетных семей. Владимир Путин в указе поручил правительству обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях для учета сведений о них, о предоставляемой им соцподдержке с помощью единой централизованной цифровой платформы. Кроме того, с помощью реестра будет проводиться мониторинг положения многодетных семей и реализации субъектами мер поддержки. Порядка 30% спортивных достижений зависит от медицины. Этой теме посвятили круглый стол в здании кардиососудистого центра. Мероприятие провели в рамках игр «Дети Азии» к 75-летию образования врачебно-физкультурной службы в регионе. Сейчас в Якутии работает более 100 спортивных медиков. На круглом столе говорили о медико-биологическом обеспечении сборных команд, работу спортмедицины для лиц с ограниченными возможностями здоровья, также вопросы обеспечения кадрами. Своим опытом поделились специалисты из Бурятии, Забайкальского края и Сахалинской области. Задача стоит какая? Президентом поставлена, что 70% населения должны организованно к 30 году заниматься физической культурой и спортом. А мы имеем возможность привнести те положительные моменты, которые мы знаем из большого спорта, влияние на здоровье, привнести вот этот массовый спорт. Вот это вот одна из главных задач, для того, чтобы не просто заниматься организованной физической культурой и спортом, но реально получать для своего здоровья блага. Спасибо нашим коллегам из информационной службы. Ну а теперь мы можем перейти к обзору заметных спортивных событий игр. Эстафетой «Дружба» ознаменовались соревнования по плаванию. За 34 комплекта медалей пловцы боролись в кроле, баттерфляе и других плавательных техниках. Катерина Винокурова окунулась в жаркую атмосферу бассейна. В городе Якутске 30-градусная жара, и, как правило, в такую погоду советую держаться близ водоемов, что мы и сделали. Находимся мы в бассейне Чолбон, но расслабляться здесь не приходится ни нам, ни болельщикам, ни судьям, ни спортсменам, ведь для них идут главные гонки за медали. Соревновательный день в эстафетном плавании для спортсменки из Беларуси завершился вторым местом. В личной дистанции повезло меньше. Спортсменка заметно расстроилась, но виду, как истинный боец, не подает. Не очень довольна своим результатом. Какой результат у тебя? Четвертое. Результат не хочу называть. Надеюсь, в следующем году будет... Ты расстроилась, я так понимаю. Немного, да. Просто нужно побольше постараться, побольше потренироваться, и все получится. Что помешало, как ты думаешь? Несобранность, наверное. Больше нужно настроиться получше. Вот.
По итогам 2 дней по неофициальному зачету лидировала команда города Москвы. 2-е и 3-е места делили представители Королевства Таиланд и Уральский федеральный округ. Но уже на 3-й соревновательный день медальный зачет стремительно меняется. То ли еще будет. Поменялся лидер. На первом месте сейчас уже в лидерах в медальном зачете неофициальном Уральский федеральный округ. На 2-м месте команда города Москвы и замыкает тройку команда Королевства Таиланд. Но у нас еще впереди 200 метров комплексное плавание и очень интересная комбинированная эстафета 4 по 100. Юноши и девушки раздельно. Поэтому все может быть, что медальный зачет по окончанию еще раз поменяется. Внук Натальи Торопкиной Богдан за эти игры взял целых 3 бронзы. И это еще не предел с такой-то группой поддержки. Настроение отличное. Приехали с Камчатки. Я Торопкина Наталья Викторовна. Болею за своего внука Торопкина Богдан Михайлович. Занимается он 8 лет уже водными видами спорта. На этих играх у него 3 бронзы. Мы очень довольны и рады вашему радушию. Среди толпы болельщиков заметно выделяются именитые спортсмены. Паралимпиец, чемпионка мира и Европы Анастасия Диадорова внимательно следит за юными пловцами и поддерживает каждого. Я думаю, что организация соревнований очень на высоком уровне. Видите, как ребята болеют друг за друга. Это очень важно и классно, чтобы уже с раннего возраста спортсмены могли прочувствовать, что такое международные соревнования. Я думаю, для них это огромный шаг именно к профессиональной карьере. А в целом у ребят очень хороший уровень. Для своего возраста они хорошо плавают. И в принципе, мне кажется, что классный состав приехал. И в этом плане, я думаю, что они еще не раз друг с другом встретятся. Поэтому здорово, что они здесь могут познакомиться. Насыщенная программа в эти дни у чемпиона мира Данила Маркова. Мастер-класс, открытый урок, а кто-то из юных чемпионов получит из его рук свои первые медали. Как 8 лет назад спортсмен получал их сам на 6-х играх «Дети Азии». Ну, интересно посмотреть, как за 8 лет ребята стали плыть быстрее или медленнее. Впечатление хорошее, атмосфера дружная. Встретил знакомых тренеров со своего округа, поэтому все классно. Удивлен, что команда Азербайджана, мальчик очень неплохо 400 метров проплыл. Для меня лично было удивительно. Не знал, что у них ребята так быстро плавают. Всего между юными пловцами, юношами 15-16 лет и девушками 13-14 лет разыграно 34 комплекта наград. Катерина Винокурова, Виктор Олесов. А на главном стадионе города прошли соревнования по царице всего спорта легкой атлетики. Во всяком случае, ее иногда так называют. Комплекты медалей разыгрывали в прыжках в длину. И сейчас вместе с вами перенесемся на площадку стадиона Туймада. В соревнованиях по тройному прыжку используют специальный кварцевый песок. Он намного мягче, чем обычный, и напоминает по ощущениям муку. Используют его для того, чтобы спортсмены при прыжке не поранились и было удобнее падать. В соревнованиях по тройному прыжку среди юношей за золотую медаль боролись 12 спортсменов из разных стран, включая Сирию, Пакистан, Узбекистан и Казахстан. Главная задача каждого – выполнить все элементы прыжка с дополнительными шагами, точно и правильно. Спортсменам было важно сохранить равновесие и ритм на каждом этапе прыжка, чтобы прыгнуть как можно дальше. Они должны учесть то, что у них должна быть крепкая стопа, потому что если стопа будет слабая, у них не будут получаться скачки и вторые прыжки. Нормально, мы разные упражнения на тройной делали, ну почти все. Я тройной тренирую. Несмотря на все сложности и трудности, Глеб Клепинин все же завоевал почетное второе место. Сложнее всего техника прыжка самого и приземление. Недоволен. Я мог первое занять, но меня прыгали. Но с кем не бывает. Тренер не очень доволен. Говорит, что я мог лучше.
Легкая атлетика – это не только про соревнования и медали. Это про командный дух и поддержку. Каждый спортсмен знает, что за его победами стоят тренеры, товарищи по команде и близкие люди. Так считает и Альберт Винокуров, который занимается легкой атлетикой с 5 класса. В последнем прыжке якутянин сразу взлетел на первое место, прыгнув на 13 метров 98 сантиметров и выполнил норматив первого разряда по легкой атлетике. Конечно, счастлив. Я пока не понял, что вообще выиграл. Все благодаря тренеру Петру Александровичу. Он меня к всему этому привел. В 7 утра приходили, пахали. В международных я первый раз участвую. Вообще очень круто, прям. Атмосфера вообще. Желаю своим товарищам удачи, чтобы хорошо выступили на соревнованиях. Для многих спортсменов легкая атлетика становится школой жизни. Она учит дисциплине, терпению и настойчивости и помогает преодолевать трудности не только на стадионе, но и в повседневной жизни. Это страсть, призвание и смысл жизни для тех, кто выбрал этот путь. Она вдохновляет, закаляет и делает сильнее. И для каждого спортсмена она всегда будет значить нечто особенное и неповторимое. Дарья Короленкова, Станислав Потапов. Мы продолжаем знакомить вас с участниками спортивных игр «Дети Азии». Сегодня у нас в гостях начальник отдела международных отношений Национального олимпийского комитета Беларуси Юрчик Василий Анатольевич. Василий, доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы с вами немножко там парой фраз перебросились. В летних играх «Дети Азии» сборная Беларуси еще ни разу не участвовала. Это фактически ваш первый опыт. И тем, получается, и в Якутию это ваши спортсмены впервые приехали. Да, большое спасибо Международному комитету «Дети Азии» за приглашение, потому что это впервые мы приезжаем в Якутию. Наша команда очень долго добиралась до Якутии. Да, представить возможно. Да, далековато немножко, поэтому мы заказали чартер и полетели одной командой на самолете к вам, чтобы ребята поменьше устали и получше подготовились к играм. Это, конечно, для многих из них, даже для большинства, это первые международные старты в нынешних условиях, и это неоценимый опыт для их будущего. Но вот говоря про организацию игр, вот опять же, возвращаясь к нашей беседе до эфира, получается, вы в зимних играх уже участвовали, но зимние игры не проводились в Якутии, а Якутск, как бы родина игр самих. Есть ли, вот, может быть, какие-то ощущения в плане там организационные и вообще атмосферные, что вот когда игры проводятся дома, там, где они зародились, это уже совсем какое-то другое ощущение? Вы знаете, чувствуется, что вся Якутия живет играми. Вот честно вам скажу, с первой минуты, когда мы приземлились в Якутии, все только разговоры о том, что проводятся игры «Дети Азии». И ребята чувствуют это, не чувствуют гостеприимства народа Якутии, чувствуют то, что республика сделала все, чтобы успешно провести эти игры. Ну да, для Якутии это знаковое событие, ждем с нетерпением. Но говоря про команду, опять же, я на открытии церемонии видел, что очень большая сборная приехала. Как проходил отбор? Вы еще даже немного такую байку и рассказали, как в принципе определялось, сколько человек поедет. Да. Мы получили приглашение в ноябре месяце официальное от Международного комитета игр «Дети Азии». И с этого момента Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта Республики Беларусь сформировали, так сказать, рабочую группу и разослали положение о соревнованиях в нашей федерации по видам спорта. Соответственно, с этого момента, можно считать, и начался отбор. Из-за того, что у нас не было ограничений по количеству участников для нашей делегации, можно было отправить до 300 человек, да, то есть во всех видах спорта. Вот. Пришлось позвонить в нашу национальную авиакомпанию Белавия, спросить, какой самый большой самолет. Мне сказали, 189 человек, самолет, который может долететь до Якутии. Я сказал, что надо останавливаться на этой цифре, поэтому наша команда будет 189 человек. Таким образом, 142 спортсмена отобрались на данные соревнования в ходе чемпионатов и первенств, которые провелись по видам спорта в нашей республике. А вот соревнования эти отборочные проходили, иногда же бывает, да, вот там условно региональный этап, там, этап страны, кубок какой-то страны, которые календарно, они уже запланированы, или, может быть, у вас под «Дети Азии» отдельные отборочные проходили? Ну, конечно, опирались на республиканский календарь соревнований для этого именно возраста.
Специальных отборов, я думаю, не проводили, а просто опирались на те республиканские соревнования, которые у нас проводились каждый год. Вот. Ну, опять же, с первых дней, уже почти половина игр прошла. Я вот как раз недавно, буквально час назад, смотрел результат медального зачета. Команда ваша, такая, показывает уровень. Если, опять же, говорить про дебют на летних играх, если не ошибаюсь, 4-я или 5-я строчка была именно по медальному общему зачету. В целом, где уже показаны, наверное, такое превосходство ваших спортсменов, в каких видах спорта? Вот сами себе, может быть, доказали, что да, здесь мы, оказывается, молодцы. Ну, я не хотел бы выделять кого-то особенно, но вот больше всего последние 2 дня радуют наши легкоатлеты. Они вчера выиграли 9 медалей, из них 3 золотые, сегодня 8 медалей, из них 3 золотые. Так что это, наверное, самая успешная команда. Вот. Из всех остальных видов спорта мы привезли команды по 12 видам спорта. В основном опирались на то, что это олимпийские виды спорта, то есть те виды спорта, которые входят в олимпийскую программу. Вот, конечно, ребята волнуются. Волнуются, это международные старты первые, соперники незнакомые. Все это накладывает свой отпечаток. Но, тем не менее, ребята стараются, и мы говорим о том, что не нужно зацикливаться здесь на том, что вы должны обязательно выиграть. Нет, вы должны показать свой результат, к которому вы шли, к которому готовились. Если вы покажете свой результат, к которому вы готовы, уверены, что медали будут. И так оно и получилось. Вот уже вчера у нас было 40 медалей, сегодня еще 10 уже завоевали. Соревнования идут, поэтому ребята молодцы. Ага. Ну вот обычно победа иногда имеет и обратную сторону, что как бы противник, скажем так, оказался слабее. В целом, как оцениваете конкуренцию других команд? То есть насколько подготовка сильная у остальных участников? Действительно, вы должны понимать, что Россия здесь выставлена не одним составом. Поэтому ребята из регионов получают дополнительную возможность для того, чтобы принять участие в соревнованиях. И, по сути, мы боремся не с одной сборной России, а с 5, понимаете? Поэтому это тоже тяжело. Это дополнительные соперники. Плюс те команды, которые приехали сюда, извините, но они тоже очень и очень сильные. Тоже Узбекистан, который выступает замечательно, Казахстан и другие. Это очень серьезная конкуренция. Особенно для детей в таком возрасте, я повторяю. У них нет опыта таких больших международных соревнований. Ну вот, кстати, в принципе, есть еще недавно просто сам в мыслях своих копался, понял, что дети Азии нам туда, кстати, попасть сложнее, чем на Олимпийские игры, потому что возрастной ценз. Ты можешь попасть в такой возраст, что вот у тебя будет только один шанс один раз приехать, и больше ты уже будешь старше, откровенно говоря. Поэтому, наверное, ребята тоже приезжают с таким настроем, что если ты приехал, все-таки надо выложиться на максимум. И опять же, говоря про зарубежные другие страны, которые едут издалека, им это немножко как бы добавляет мотивации. Ну а в целом, вот Якутия, да, лето сейчас, все знают про наши холода, но тем не менее летом тоже Якутия порадовать много чем может, в том числе и национальный праздник СХ. Насколько знаю, вы побывали там. Да, мы были поражены, конечно, масштабами. Празднование очень было интересно, и действительно, я, наверное, думаю, что половина республики точно была там на празднованиях, потому что видно, что праздник очень и очень популярный, и мы были, конечно, поражены. И вообще, я уже говорил о том, что ребята очень и очень довольны, что приехали в Якутию. Здесь чувствуют себя замечательно, гостеприимство на высшем уровне. И, кстати, погода еще радует. Обычно в эти дни там 30 с плюсом иногда начинает стоять температура, а тут как-то 29 доходит, нет, дождик даже покапает. Василий, спасибо вам большое за эту беседу. Желаю удачи вашей команде, желаю удачи, в принципе, спортивному сообществу вашей страны, потому что, я думаю, из участия в играх все равно пойдет и дальнейшее развитие спорта в Беларуси. Спасибо. И большое спасибо Якутии. И мы уверены, что данные игры «Дети Азии», они еще один стимул для того, чтобы Якутия развивалась. Так что удачи вам. Всего наилучшего. Спасибо. И вам тоже спасибо. Говоря о белорусских спортсменах, накануне на ковер вышли борцы вольного стиля, и как раз-таки спортсменка из Беларуси принесла в этой дисциплине очередную золотую медаль в копилку своей сборной. Вместе с вами сейчас переместимся в ЦСП «Триумф» и узнаем о главных моментах борцовских состязаний. Борьба за медали в буквальном смысле этого слова на играх «Дети Азии». Комплекты наград разыграли вольники. На ковры вышли девушки. В 7 весовых категориях медали соревнования оспаривали более 40 спортсменок.
Броски, захваты, подсечки, перевороты. Главная задача – уложить соперницу на спину или в положение туше. Концентрация запредельная, атмосфера накалена до предела, эмоциям место только за пределами ковра. Российская Федерация. Атлетка из Узбекистана после схватки не может сдержать слез. Назима Нурмуродова принесла в актив золотую медаль. Спортсменка признается, на играх «Дети Азии» исполнилась ее давняя мечта. На ковре А поединок за 3-е место в весовой категории до 46 килограммов. Я очень благодарна всем, кто меня здесь сегодня поддерживал, своей семье и своей стране. Я готовилась к играм 6 лет, занимаюсь футбольной борьбой, а эти соревнования я ждала долгих 4 года. Правда, пришла на золото. Узбекская школа по вольной борьбе известна далеко за пределами своего региона. Здесь, в Триумфе, спортсмены показали триумфальные схватки. Трибуны ликуют, ну а спортсменов дома ждет вся страна. На соседнем ковре сражается еще один член сборной весовой категории 50 килограмм Гузал Абдулаева. Точные приемы в копилке сборной, бронзовая медаль игр. Трибуны вновь взрываются восторженными криками. Самый настоящий золотой триумф у сборной КНДР. Спортсменки забрали половину наград высшей пробы, разыгранных в дисциплине. Чемпионки показали яркую и динамичную борьбу и, как результат, сразу 3 золота игр. Уважаемые любители вольной борьбы, первый соревновательный день дисциплины вольной борьбы. Еще одну золотую медаль в копилку своей сборной принесла и Дарья Свистунова из Беларуси. Петр Васильев, Иван Сорокаумов. Ну а сегодняшним днем завершатся схватки по дзюдо, которые стартовали еще в воскресенье. Имена последних призеров мы узнаем в течение дня. А пока проведем небольшую ретроспективу и за пару минут расскажем о ярких событиях схваток прошлых дней. Перед соревнованиями у дзюдоистов в голове только тактический план, основанный на знании правил борьбы. Главные принципы дзюдо – взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса, наилучшее использование тела и духа. Эти соревнования были для меня очень важны. Я являюсь чемпионом Узбекистана. Все соперники были очень сильные. В дзюдо важно уважать всех, благодаря этому качеству выигрывать сильнейшие. Хочу поблагодарить всех родителей, тренеров и тех, кто оценил мою спортивную подготовку. Спортсмены уверены, чтобы завоевать победу, нужны упорство и сила духа. Чтобы стать лучшими в своих весовых категориях, дзюдоисты должны соблюсти несколько правил. Для достижения победы в дзюдо одной силы мало. Здесь нужно просчитывать каждый шаг своего соперника. Для достижения победы борец должен выполнить либо бросок на спину на татами, или же выполнить удержание на 30 секунд. Тщательный отбор и сложные тренировки. На татами собрались сильнейшие дзюдоисты разных стран и регионов. По итогам нескольких встреч определены сильнейшие дзюдоисты в своих весовых категориях. Схватки я чуть-чуть больная была, мне было трудно бороться сегодня. Так хорошие схватки. Трудновато чуть-чуть. Финальные схватки украсила спортсменка из Северной Кореи Ким Ю Джонг. Ее соперницей выступила Алина Яловая, спортсменка из Москвы. Соревнования проходят под внимательным наблюдением опытных рефери и судейской коллегии. Сборные Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, вот эти, особенно по юношам, эти представители доминировали в этих категориях сегодня. Еще также хотелось бы отметить девушка, которая выиграла 44 килограмма Северной Кореи. То есть их немалочисленное участников, но они уже, одна из участниц завоевала золотую медаль. Найти нужные подходы к разным по характеру ребятам. Именно на этом начинает строиться работа наставников и тренеров-спортсменов. Ее плоды видны не сразу, но с каждым новым турниром дзюдоисты учатся главному – эмоции в стороне. Соперник, да, был сильный, тяжелая встреча была. Вот. Помогло помогло упорство, хотение победить было. Просто перед схваткой разобрал соперника, как он борется, и все. И просто ловил его на ошибках.
Очень большой был цикл подготовки. Мы сначала сюда долго отбирались, потому что у нас всего только 8 квот для Дальнего Востока. А после отбора уже мы целенаправленно готовились к играм, потому что сюда приезжают лучшие спортсмены, и все схватки здесь очень тяжелые. Соревнования будут продолжены. В ближайшие дни спортсмены средней и тяжелой весовой категории вступят в схватку. Можно смело отметить, что эти соревнования для многих дзюдоистов станут воротами в мир большого спорта. Даяна Федорова, Георгий Григорьев. А среди завершившихся соревнований уже значится художественная гимнастика. Спорт по праву самый грациозный, изящный, красивый и, что не всегда присуще спорту, творческий. Дая Барашкова далее расскажет о том, как красота превращается в силу ради достижения поставленных результатов в спорте. Завершающий день соревнований 8 лучших гимнасток соревновались за медали в личном первенстве. Спортсменки продемонстрировали блестящее мастерство и полностью раскрыли свой талант перед строгим жюри. Красота и сила, мощь и грация переплетаются в художественной гимнастике. И в этом искусстве очень сильно выделяется российская школа, является одной из самых ярких и успешных. Команда Сибирского федерального округа отличилась сильным составом. Все участницы показали отличные программы. В выступлениях с лентами и с обручем в личном первенстве завоевала золото Ульяна Янус. Она же стала обладательницей серебряной медали в выступлениях с булавами и с мечом. Мне кажется, что все девочки очень сильные и достойны соревноваться. Вот, с ними очень интересно. Да, я очень рада, что более-менее все сложилось. Вот, спасибо большое моим тренерам и всем, кто за меня болел. Сильнейшая борьба действительно велась между командами России. Юная спортсменка из команды Москвы София Альтерякова завоевала золото в упражнениях с мячом и взяла серебро в выступлениях с лентой. Сильную конкуренцию составила Республика Беларусь, а вот открытием года стала спортсменка из сборной Казахстана. Акмарал Ярикешева отличилась прекрасной технической подготовкой. Она без труда завоевала любовь зрителей и сорвала овации зала. Спортсменка увезет с собой 2 бронзовые медали. Тренер сборной отмечает серьезную борьбу между участницами и очень довольна результатом выступлений своих воспитанниц. И центр олимпийской вашей подготовки был, и с Москвы приехали, и это как бы очень серьезная борьба была. Но я довольна своей воспитанницей. У меня выступали 2 гимнастки. Рызбек Айганым, вот Акмарал Ярикешева. Акмарал в многоборье заняла 2-е место. Вторая моя гимнастка заняла 5-е место. 6-е место, но это очень достойно. Сегодня прошли финалы. У нас в 2 финалах бронза, да? 2 бронзы мы завоевали. Я очень рада, что я попала на эти хорошие, крупные старты. Мне очень понравилось здесь выступать. Все очень красиво и хорошо организовано. Девочки из Москвы, конечно, очень хорошо выступили. Такие очень красивые, запоминающиеся. Из Казахстана тоже вот девочки очень мне понравились. В России художественная гимнастика, как вы знаете, очень хорошо, очень сильные девочки. И наши якутские девочки выступают наравне, это очень радует. Все девочки очень сильные, мы очень-очень довольны соревнованиями. Спасибо большое. А тренеры отмечают прекрасные условия для соревнований. Условия, хорошее место, много места для подготовки было, высокий потолок, все, что нужно для проведения такого уровня соревнований, сильные соперники. Мы очень рады, что показали хороший результат и посоревновались
с такими сильными гимнастками из Москвы, из Белоруссии и из Казахстана. Сборная Якутии по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с обручами. Таким образом, якутские гимнастки впервые стали чемпионками за всю историю игр «Дети Азии». Также они взяли бронзу в групповых упражнениях с булавами, уступив серебро и золото сборным Беларуси и Сибирского федерального округа. Сегодня очень крутые эмоции мы испытали на выступлении. Обручи мы выступили очень классно, мы показали то, что мы умеем делать. На булавах, к сожалению, не совсем все получилось, но это тоже было очень круто, очень зажигательно. И нам очень понравилось то, что мы сделали сегодня. Саха-Якутия! Порядка 80 юных гимнасток показали зрелищные номера. В течение 3 дней они соревновались в личном и в командном зачетах. Талант, грация и красота юных спортсменок останутся в истории 8-х игр «Дети Азии». Дая Барашкова, Радомир Сергеев. Говоря про творчество, параллельно спортивным состязаниям проходит и культурная программа. Кроме того, в эти дни проходит и 7-й Якутский международный кинофестиваль этнического кино. В мероприятии принимают участие лучшие режиссеры, актеры, музыканты из разных уголков Азии. Фестиваль позволил не только показать миру лучшие образцы азиатского киноискусства, но и познакомить иностранных гостей с уникальной культурой Якутии. И у нас сегодня в гостях один из самых известных молодых кинокритиков России, программный директор Якутского международного кинофестиваля Егор Москвитин. Егор, доброе утро. Привет, спасибо большое, что позвали. Да, ну вот кинофестиваль якутский — это всегда, конечно, тоже такое событие. И само якутское кино как бы тут тоже, да, красной ниткой проходит, потому что стреляет оно сейчас, скажем так. И интересно всегда программа. Чем, ну, немного вообще о программе этого года расскажите. Программа состоит из 9 фильмов в конкурсе, из фильма открытия, фильма закрытия и студенческих работ. И еще у нас есть всевозможные дополнительные секции, например, детское кино, анимация, ночные показы фантастики и ужастиков, потому что ужастики сегодня — это внезапно большая часть фестивального движения, и там очень много для фильмов низких жанров высоких смыслов, и это мы тоже хотели отрефлексировать. Но главное — это, конечно, конкурс, и в конкурсе есть 2 работы из Республики Саха. Это «Король Лир» Сергея Потапова, это «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского. Есть несколько картин совсем издалека. Одна картина из Америки. Это очень добрый, трогательный семейный фильм под названием «Хорошенькая», про девочку, которая идет с папой в поход. Есть фильм из Англии. Это «Пап, старый дуб» очень известного режиссера Кена Лоуча, который дважды побеждал в Каннах и который всегда рассказывает истории про простых работяг, и этим отличается от многих других западных режиссеров. И есть, конечно же, очень много картин из Азии. Казахский фильм под названием «Дастур». Это внезапно фильм ужасов на остросоциальную тему. История про женщину, которая оказывается в браке против своей воли. Есть китайский фэнтезийный фильм «Пылающее облако» про мальчика, чей поцелуй всегда всех отправляет в сон, и он хочет снять с себя это проклятие. Есть монгольский фильм под названием «Город ветра» про юного шамана, который не хочет становиться шаманом, как его папа и дедушка, но ему необходимо принять этот выбор, пожертвовать какой-то своей собственной жизнью ради общего дела. Вот, и так далее. И еще есть один сербский фильм, который мне очень дорог, он называется «78 дней». Это история 3 девочек, сестер, которые записывают видеодневники для своего папы, который уходит на войну в 99 году, когда происходят бомбардировки Белграда. И таким образом все фильмы между собой переплетены. Например, якутский фильм «Король Лир», он как шекспировский «Король Лир» про отца и 3 дочерей. И вот сербский фильм тоже про 3 дочерей и отца. Монгольский фильм про парня-подростка, американский фильм про девочку-подростка. А еще не упомянул абхазский фильм, то есть фактически российский фильм, который называется «Последняя цена». Он является историей, где русские чувствуют себя чужаками в чужой стране после войны. Это Абхазия. Вот. И он рифмуется с английским фильмом, где сирийские беженцы чувствуют себя чужаками в Англии. То есть все переплетено, и задача показать, насколько мы все уникальны, но в то же время едины, и позволить тем, кто создает якутское кино, узнать кино за пределами республики, а тем, кто приехал к нам из-за рубежа, познакомиться с этим удивительным явлением якутского кино. Ну вот говоря про переплетение, да, вопрос был такой, как-то вот опять все равно напрашивается, да, как-то специально подбирались фильмы, были какие-то критерии или вот так сошлось? Конечно, критерии есть. Первый критерий — это то, что все истории, так или иначе, даже если это американское или английское кино, истории про
легкий сюжет, мотив, потому что каждый из героев чувствует себя частью своего народа и чувствует, что его прошлое определяет его будущее. И это касается абсолютно всех. Вот. Второй мотив — это то, что мне хотелось собрать истории именно о простых людях, потому что фестивали переполнены историями о всех тех художниках, композиторах, режиссерах и так далее, которые что-то там создают. Это все очень важно, но сейчас есть такая тенденция, что кино наконец-то поворачивается лицом к простому человеку, потому что важно бороться за него, а не только за какой-то очень стремительный прогресс, за которым большинство из нас не поспевает. Ну а третье — это то, что я хотел, чтобы в иностранных фильмах находились отголоски тех ценностей, которые, как мне кажется, сформировали якутское кино. Поэтому мы видим очень много рока, например, как «Судьбы», который присутствует в абхазском фильме. Мы видим мистические мотивы, которые есть в китайском фильме. Мы видим даже жанровые элементы ужаса в казахстанском фильме, потому что якуты славятся своими ужастиками. Так что все здесь сделано для того, чтобы обогащать именно якутскую киноиндустрию. Ну вот кто-то же будет выбирать, да, кто из этих фильмов станет, грубо говоря, победителем до фестиваля. Это, соответственно, жюри компетентное, естественно. Кто, что за люди будут оценивать? В него вошли люди из разных уголков мира, и это очень здорово. Я боюсь неправильно произнести фамилии, поэтому, если позволите, я буду читать. Я понимаю. Да, председатель жюри у нас китаец Ли Баохуа. Он является редактором очень большой киностудии, он является продюсером, и он человек, который, в общем, очевидно, очень-очень нам сейчас важен, потому что наше сближение с Китаем в плане киноискусства, оно очевидно. Вот. Дальше у нас Бигбулат Шакеров. Он вот уже 10 лет руководит как редактор студии «Казахфильм», и, к сожалению, у нас в России редакторский цех — это одно из слабых звений в кинопроизводстве, потому что у нас много талантливых актеров, операторов, сценаристов, режиссеров, продюсеров. Но именно вот человек, да, который может взять и отредактировать историю, это у нас дефицитный кадр. Поэтому очень здорово такого специалиста привлечь и для всевозможных мастер-классов, лекций, и для оценки. Дальше с нами Оузин Цеверсулен. Это девушка, единственная в жюри, она из Монголии, она искусствовед, она продюсер документального кино, и это тоже важно, потому что сегодня грань между художественным и документальным, она практически стирается. И, допустим, монгольский фильм «Город ветра», он, по сути, вполне может быть и документальным кино, если не знать, что это актер. Вот. Еще Дмитрий Пермяков, это сценарист из Москвы, на самом деле из Санкт-Петербурга. Он главный в нашем кино специалист по крепостному праву, потому что он написал «Холоп-1» и «Холоп-2». И посмотреть, как автор блокбастеров будет оценивать авторское кино, которое строится по совсем другим законам драматургии, это такой интересный опыт. Ну и, конечно, есть один член жюри из Якутии, вы его все знаете, это Алексей Романов, которого я могу и без книжки произнести, потому что это, в общем-то, основатель Саха-фильма, один из ваших самых легендарных режиссеров, и без него никуда. Ну вот говоря про обогащение якутского кино, да, как бы феномен якутского кино, он там огласился много лет назад, и как бы пик, популярность и так далее, но всегда же есть обратная сторона, что на этой популярности вот можно прожить, что все, у нас получается, и перестать развиваться. А вот на ваш взгляд, что якутскому кино сегодня нужно для того, чтобы еще следующую планку перейти? Мне кажется, что самое важное — это не пытаться получить какую-то оценку, формулировку, экспертизу извне. То есть все время уклоняюсь от вопроса, в чем заключается феномен якутского кино. Мне кажется, единственные, кто на это могут ответить, это сами якуты. И очень важно сделать так, чтобы, во-первых, у вас сформировалась своя среда кинокритиков, киноведов, которые будут анализировать, что происходит с вашим искусством, и при этом будут достаточно мобильными для того, чтобы посещать все фестивали на свете и смотреть, что там у других. Вот. Во-вторых, очень важно самим не оказаться внутри стереотипов о своем кино. И именно поэтому те 3 картины якутские, которые я для этого фестиваля отобрал, они очень разные. На открытии был фильм «Чума» Дмитрия Давыдова, одного из, наверное, самых известных режиссеров Якутии. Это фильм, который в прошлом году победил на российском фестивале «Маяк», затем победил на фестивале Go East в Восточной Европе. И вот теперь, наконец-то, состоялась премьера на Малой Родине. И это кино абсолютно самобытное, это кино автора, который каждый в своей новой картине перерастает себя и изменяет себя. То есть он не находится в плену каких-то общих стереотипов. При этом мы показали фильм «Там, где танцуют стерхи», который как раз является одним из образцов якутского кино в плане его чистоты, жизнеутверждающего наива, присутствия мистического, высокой нравственности, света,
отказа от постмодернизма во имя искренности. И это кино, где прям ты сразу понимаешь, что один из сценаристов Любовь Борисова, где ты сразу чувствуешь вот эту доброту, которая тебя обезоруживает. Но в то же время мы показываем третий фильм, который вообще не похож на якутское кино. Это «Король лир» Сергея Потапова, где два профессиональных актера отправляются в настоящий дом престарелых, и там ставят Шекспира и снимают на камеру свои репетиции Шекспира. То есть это доку-драма, это кино на стыке кино и театра, на стыке художественного и документального, и это вообще ни на что не похоже. И это доказательство того, что якутское кино на самом деле настолько разное, что многогранное, бессмысленно его как-то систематизировать. Но пока вот не произошло этого самоанализа, да, пока не написан какой-то большой труд внутри Якутии, республики, можно обращаться к классной книге Владимира Качаряна, моего коллеги, которая называется «Якутское кино. Путь самоопределения». И это очень-очень большой анализ всего вашего пути, начиная с 92 года, когда образовалась Сахафильм. Ага. Егор, ну спасибо за эту прекрасную беседу. И, тем не менее, тематика обязывает меня задать вопрос, следите ли вы за играми «Дети Азии» и, возможно, за кого-то болеете? К сожалению, нет, точно не слежу, но я всегда люблю смотреть выступления гимнастов, потому что вот гимнасты, как на самом деле все спортсмены, как и все, кто делает кино, это люди, которые нам доказывают, что человеческий потенциал просто безграничен, нет ничего невозможного. Поэтому потом мне наверняка попадется где-нибудь видос, и я прослежусь. Еще раз спасибо, желаю вам удачи, и пусть пройдет замечательно фестиваль. Ну а мы продолжим, вновь перенесемся в спортивное русло. Как я уже сказал, накануне прошел первый квалификационный день у скалолазов. Сегодня квалификации продолжатся, уже завтра стартуют финалы. О том, как завершился первый квалификационный день, расскажем далее. Проверить карабины, осмотреть страховку, размять мышцы. Только после этого можно отправляться покорять вершины скалодрома. Само скалолазание, как вид спорта, хоть и дебютирует на играх этого года, но уже может похвастаться обширным составом спортсменов. За звание самого ловкого, цепкого и быстрого поборются сразу 9 сборных. На выбор для спортсменов 3 модуля разных высот. Скорость, трудность и болдеринг. Последний самый сложный, ведь он имитирует лазание по отвесным валунам. Для прохождения трассы на трудность, то есть спортсмен при выполнении попытки, он должен не нарушать правила, и в том числе не превысить контрольное время на трассе. И в болдеринге тоже ограничено время на попытку на каждой трассе. Восхождение на любую вершину, будь то Эверест или 16-метровый искусственный скалодром, требует тщательной и долгой подготовки. Сборная Москвы начала ее еще полгода назад. За плечами крупные сборы в разных городах страны. Вот этой группы 14-15 лет сложный сезон. Мы провели сбор в Санкт-Петербурге перед спартакиадой, потом спортсмены участвовали в спартакиаде, и через небольшое количество времени они приехали сюда, буквально через несколько дней. То есть они сейчас, по идее, на пике формы, в хорошем тонусе, все у них хорошо. Арина Моисеенко последние 4 года посвятила скалолазанию. Спортсменка считает, что эта дисциплина больше других развивает волевые качества и позволяет преодолевать любые страхи и сомнения. Я обожаю болдеринг, но также люблю трудность. Скорость я перестала лазить, когда попала в младшую категорию. Скалодром мне очень понравился, очень современный, хороший, и мне не терпится на нем полазить. Сами скалолазы, кстати, сравнивают свой вид спорта с партией в шахматы. Один неверный перехват, и ты вновь у подножья. Поэтому, говорят спортсмены, здесь как никогда важно просчитывать буквально каждый свой шаг на пути к вершине. Петр Васильев, Степан Атастыров. Ну, еще одна дисциплина в единоборствах – это тхэквондо. Финальные схватки в этой дисциплине завершились еще на прошлой неделе. Накануне у нас в студии в гостях была одна из чемпионок среди девушек. Ну а теперь Даяна Федорова расскажет подробнее о соревнованиях по этому виду спорта. Самообладание, настойчивость и непоколебимость духа – таковы главные черты одного из самых зрелищных боевых искусств в мире. Принять участие в соревнованиях по тхэквондо в Якутию приехали сборная из солнечного Таиланда. У меня 4 спортсмена, они уже выступили. Эти игры были действительно сложными, соперники сильные. Мы начали подготовку за месяц, однако этого не хватило. Когда мы вернемся домой, мы будем тренироваться усерднее, чтобы к следующим играм рассчитывать на победу. Каждый из тех, кто вышел на татами, смог испытать себя, проверить силу воли и показать плоды тренировок. Тхэквондо любимо по всему миру, однако в Таиланде этим видом спорта увлечены очень большое количество человек.
Мне очень нравятся боевые искусства. Мне 16 лет, из них 10 я занимаюсь тэквондо. Этот вид спорта меня привлекает тем, что много зрелищных моментов. На этих соревнованиях очень сильные соперники, и у них действительно высокий уровень подготовки. Одни из самых молодых участников – сборная команда Пакистана. Они принимают участие в играх «Дети Азии» в 3-й раз. Впервые сборная Пакистана проявила себя на 6-х играх «Дети Азии», и спустя 8 лет они снова на якутской земле. Подготовка нашей команды к 8-м играм «Дети Азии» очень серьезная. Наш тренер вложил много сил в нашу физическую подготовку. Она поделилась с нами множеством полезных советов и рассказала о специальных секретных техниках. В Якутске мне очень понравилось. Здесь добрые и улыбчивые люди. Сборная Пакистана приехала на игры небольшим составом – 14 человек. При этом они представили целых 4 спортсмена на эти соревнования. Да, мне очень понравилось. В Якутии здесь очень приятные и дружелюбные люди. Также понравился сам город. На соревнованиях очень сильные спортсмены. В особенности могу отметить физическую подготовку спортсменов из Узбекистана, Казахстана и Беларуси. В тэквондо визитной карточкой являются удары в прыжке ногами, в голову, в корпус, а также руками в грудь. В тэквондо тело спортсмена надежно защищено специальной амуницией. На голову надевается специальный шлем, кимоно, а также протектор. Все это полностью автоматизировано. Начисление баллов производится с помощью специальных датчиков, которые выводят их на экран. По итогам ожесточенных схваток победа присуждается тому, кто наберет наибольшее количество очков или кто одержит победу в большинстве раундов. Судьи рассматривают техническую сторону. Каждое действие должно выполняться уверенно. В целом у нас довольно сильные команды приехали. И не только традиционно российская команда выставила своих сильнейших спортсменов, но и международные команды, которые к нам приехали. Несмотря на соперничество, каждый участник помнит главные постулаты тэквондо, которые строятся на гармонии моральных, этических и духовных принципов человека. Даяна Федорова, Радомир Сергеев. Ну а у спортсменов в дисциплине пулевая стрельба квалификации нет вообще. Со вчерашнего дня соревнования начались сразу с финалов. Концентрация, пожалуй, главный элемент этого спорта. Для того, чтобы попасть точно в цель, необходимо хорошо контролировать свое дыхание. К этому, конечно же, добавляется и плавность нажатия на курок, и хороший глазомер. Для того, чтобы стать хорошим стрелком, нужно не только твердо стоять на ногах. Для этого нужны еще сильные руки, острое зрение и, пожалуй, стальные нервы. Каждый спортсмен, занимающийся стрельбой, воспитывает в себе такие качества, как наблюдательность, стремление к победе и способность совладать с собой в любую минуту. Специфика действий спортсмена на огневом рубеже подразумевает монотонность и статику. Впрочем, в стрельбе есть свое очарование. Представители сборной Армении уже не первый год принимают участие в играх «Дети Азии». Начиная с 5-х по счету игр, спортсмены из солнечной Араратской долины являются постоянными участниками в соревнованиях по стрельбе. Здесь все хорошо, нам очень понравилось. Вообще супер, все организаторам спасибо. Не знаю, по-моему, все это будет хорошо. Состязания проходят в 2 категориях – винтовка и пистолет. Спортсмены стреляют из нарезного малокалиберного и пневматического оружия. Правила зависят от оружия, дистанции, мишени, позиции стрелка, количества выстрелов и временного ограничения. Участники соревнований набирают очки по результатам попадания в мишень. У каждого спортсмена в личном упражнении 60 зачетных выстрелов. Соответственно, максимальный выстрел у нас 10 очков. Это на пистолете чистыми, и на винтовке стреляется с десятыми. Там максимальный выстрел это 10,9. Соответственно, все 60 выстрелов суммируются, получается сумма баллов, которую уже зарабатывает спортсмен, и рейтинг спортсменов, кто больше наберет баллов. Эдита Манучерян занимается стрельбой уже 3 года. За ее плечами не одно соревнование, в числе которых и предыдущие игры «Дети Азии», что прошли во Владивостоке. Там я заняла 5-е место. Ну, неплохой показатель. Или хотелось все-таки... Это все-таки хотелось больше, но Владивосток был первое соревнование не в мире, не в нашем мире.
Для Армена Геворкяна спортивные игры вторые по счету в копилке международных соревнований. И в этот раз он решительно настроен войти в тройку лидеров. Жду от игр хороших результатов, а уже потом посмотрим, какие медали возьму. Впрочем, известно, что правильный настрой – это уже определенный процент успеха. Теперь изнурительные тренировки в профессиональном спорте добавляют к успеху всего лишь 1%, тогда как остальное во многом зависит от природных данных. Однако, как говорят эксперты, напряженная дуэль может сложиться между спортсменами из Казахстана и ребятами из Уральского федерального округа. Тем не менее, встречают, как известно, по оружию, а вот провожают по мастерству. Надежда Саханская, Радомир Сергеев. А прямо сейчас наши коллеги из информационной службы спешат рассказать о последних новостях. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. В День национальной печати чествовали отличившихся работников средств массовой информации. Награды получили сотрудники газет, телевидения, интернет-СМИ. Среди наград почетные грамоты, благодарности и звания заслуженных журналистов Якутии. От имени награжденных выступил обладатель госпремии в области детской литературы Николай Курилов. Писатель выступил с предложением учредить детскую литературную неделю для сохранения культуры и языков народов Якутии. Напомним, в республике насчитывается 208 средств массовой информации, в том числе электронных 32, печатных 92, а сетевых изданий 84. Это просто предложение. Ну как это среагировали? Я видела, что министр культуры все-таки как-то заинтересовался. Эта неделя нам нужна для того, чтобы вовлекать детей в литературу. Надо, чтобы они были в своем детстве, знали, что есть не только они, есть другие дети, и у них есть свое детство, что нужно все-таки чувствовать себя счастливым. В Национальном центре аудиовизуального наследия народов Якутии найдены уникальные исторические документы о праздновании первого эсэха во время Великой Отечественной войны. Впервые находка была презентована зрителям во время эсэха Улон-Хо в Амге в этом году, а уже накануне запись смогли увидеть жители Якутска. Сам фильм повествует о праздновании якутского праздника на Амгинской земле в 1944 году. Особенность аудиовизуального документа заключается в фиксации людей, проживающих в годы Великой Отечественной войны, сильных духом якутян. В одной из рабочих командировок, как всегда, там идут поиски, даже и не предполагали, вот чудом каким-то образом попала оцифрованная кинопленка. Участвовало более 12 экспертов, ученых, этнографов, антропологов, филологов, фольклористов. Даже живые свидетели этого события в Амге 1944 года, тогда они были детьми, жители Амгинского улуса. В общем, практически вся общественность приняла участие. Город мастеров на территории Старого города. В столице открылся фестиваль народных художественных промыслов. Это событие включено в культурную программу игр «Дети Азии». На фестивале представлены уникальные творения мастеров с каждого уголка нашей республики. Участники города мастеров – люди, хранящие традиции предков и передающие их будущим поколениям. На такого рода мероприятиях мастера могут показать свои творческие достижения, найти единомышленников и привлечь новых покупателей. У нас на ярмарке участвует более 30 мастеров и умельцев, а также помимо ярмарки у нас проходят мастер-классы. 3 дня у нас будут с 2 до 6 вечера мастер-классы по всем видам народного художественного промысла. Это лоскутное шитье, сувениры, куклы, плетение из конского волоса, изготовление из керамики, косоплетки делают.
Мы, конечно, говорим спасибо нашим коллегам из информационной службы за то, что ознакомили нас с последними событиями. Ну а на этом наш эфир утренний завершается. По традиции напомню о том, чего ждать сегодня от игр. Очередной соревновательный день подарит нам несколько заключительных финалов, в их числе дзюдо, вольная борьба и баскетбол 3×3. Также и сегодняшний день посвящен двоеборью в танцевальном спорте. До этого дня соревнований в этой дисциплине не было вообще. И сегодня сразу же стартуют с финалов, и сегодня же они завершатся. Вот только один день на танцы есть, чтобы их увидеть. Ну а по поводу культурной программы тоже все очень насыщенно. Ну вот из такого основного. Во-первых, в 10 вечера на Комсомольской площади пройдет концерт. Во-вторых, днем там же пройдет кроссфит-шоу. А вот на площади Дружбы в 4 часа дня выступят артисты Государственной филармонии Якутии. Поэтому будет очень интересно и насыщенно. Если есть время, обязательно сходите, посмотрите. Я с вами на этом, конечно же, прощаюсь. Желаю вам хорошего дня, насыщенного, как программа игр «Дети Азии». И, конечно же, любите спорт и по возможности живите им. До встречи.